О чем спорили константинопольцы? Кто такой мытарь и почему не любили фарисеев? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 12 февраля православная церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни вообще. Достаточно сказать, что из 4 вариантов божественной литургии, которая служится в поместных православных церквях, 2 приписываются авторству Иоанна Златоуста и Василия Великого. Все они происходили из аристократических семей, которые отличались христианским благочестием и стремились дать своим детям хорошее образование. Например, Василий Великий учился у лучших учителей, а для завершения обучения отправился в интеллектуальную столицу античности Афины, где и познакомился с Григорием Богословом. Теснейшая дружба, установившаяся между ними, сохранилась на всю жизнь. Григорий и Василий вместе провели юношеские годы и в дальнейшем оказывали поддержку друг другу. Для Златоуста же, который был младше их почти на 20 лет, Григорий и Василий были практически живой легендой и предметом глубочайшего почета и уважения. Василия Великого и Григория Богослова еще называют великими каппадокийцами, поскольку они были родом из Каппадокии, области Малой Азии, входившей в Восточную Римскую империю и населенной тогда греками. Сейчас Каппадокия принадлежит Турции. Эти люди жили в совершенно особое время. Они жили в IV веке. Дело в том, что к IV веку происходят большие изменения в философии, в умах думающих людей того времени. И христианство, которое к этому времени распространяется по всей Римской империи, благодаря тому, что равноапостольный царь Константин Великий издает свой знаменитый Миланский эдикт в 313 году, становится покровителем христианской религии, которая теперь распространяется по всей империи. Мы знаем, что в то время как раз Римская империя была средоточием всех цивилизационных путей, торговых путей. Здесь сходились интересы различных концов света. Сюда съезжались люди для того, чтобы встретиться с лучшими, с выдающимися людьми того времени. Здесь можно было купить что угодно. Здесь можно было встретить кого угодно. И люди действительно приезжали сюда, и это был центр цивилизации того времени. На смену эллинистического мировоззрения, языческого, с господствующей философией Платона и Плотина и последующих неоплатоников проникает и возникает христианская вера, которую теперь нужно было объяснить. Несмотря на то, что император Константин Великий покровительствовал христианам, часто вот это было лишь внешним проявлением христианской жизни. Люди так и оставались в душе язычниками. К тому же они были в недоумении, что какая-то небольшая группа христиан, да еще из Палестины, проповедует совершенно новые учения, которые никаким образом не укладывались в понимание людей именно античной мысли, языческой, эллинистической мысли. Учение христиан шло вразрез со многими положениями платоновской философии. Тогда как христиане проповедовали о том, что Христос воскрес вместе с телом, для язычников это было нонсенсом, это было скандалом, потому что такое учение входило в противовес с самыми главными их постулатами. Ведь освобождение и спасение человека для них мыслилось в освобождении от тела. Здесь же христианство говорит, что Христос воскрешает тело. То есть Христос увековечивает, навсегда воскрешает и возносит к Богу
человеческую природу вместе с телом. Многие другие вопросы, которые возникают в это время, и выпало на долю отцов-каппадокийцев, святителя Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. Для того, чтобы дать ответ, необходимо было правильно сформулировать, как же христианство все это понимает. То общее, что их объединяло, это своего рода культурно-историческая миссия, которую им предстояло выполнить в истории церкви. Время государственных гонений прошло. Надо было вносить христианство и просвещать им общественную, государственную и культурную жизнь. Доносить истину о Боге, используя достижения светской философии. Исторически известно о том, что в XI веке даже происходит особый спор. В Константинополе возникают несколько партий верующих христиан, каждый из которых провозглашает какого-то из этих святых более важным, более главным. Одна из партий говорили, что святитель Василий Великий – это тот, кто настолько велик, кто сумел объяснить людям, кто сумел донести основы православия больше и точнее других. Другая же партия говорила, что святитель Иоанн Златоуст, благодаря своему красноречию, смог еще более доступно и правильно объяснить православие. Третьи же то же самое говорили о святителе Григории Богословия. И споры и распри доходили до того, что других святителей просто уничижали, говорили с пренебрежением, пока, наконец, во сне одному из митрополитов того времени являются все три святителя и говорят о том, что они действовали и учили в соответствии с тем, что даровано им было от Святого Духа. Поэтому нет в них никакого соперничества, нет в них какого-то противостояния. И было повелено написать этому митрополиту им общую службу, которая и действительно появляется, и память их совершается 30 января по старому стилю или 12 февраля по новому. Таким образом, память трех святителей совершается в январе. До этого, в этом же месяце, в один или другой день совершается память кого-то из прочих святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Жизнь этих трех людей, их труды – это не просто история того, что было когда-то очень давно. Жизнь трех святителей имеет к нам самое прямое, самое непосредственное отношение, потому что это они учат нас правильно понимать Евангелие и, значит, правильно понимать мир. Святые отцы своими трудами смогли объяснить, что же такое по-настоящему личность. И они вводят особое слово, которое сегодня мы часто слышим за богослужением. Это слово «ипостась». Ипостась буквально с древнегреческого переводится как некоторое основание или подставка. То, на чем основывается, то, что содержит природу. Они договорились, что это слово теперь будет употребляться для обозначения личности. Не просто личины, не просто какой-то роли, которую человек принимает на себя, а это подлинная личность. Так же, как и можно сказать по отношению к Богу, что в Боге Троице три ипостаси, три личности. Также и каждый человек, сотворенный по образу Божию, имеет ипостась, то есть личность. То есть впервые учение о личности возникает в христианстве. Никакой высокий ум античной философии или древнегреческой философии не доходил до понимания вот этих высот. И лишь три святителя, святитель Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, говорят о том, что человек подлинно обладает личностью со всеми вытекающими отсюда атрибутами. И прежде всего, это богоподобная свобода. Это возможность вступать в общение с другой личностью. Это проявление в своей жизни собственных устремлений, собственного призвания. А не просто человек, как некая марионетка, такой инструмент, которым пользуется кто-то высший. Это было величайшей заслугой, и до сих пор мы пользуемся этой терминологией.
И сегодня, благодаря трудам вот этих угодников Божиих, мы имеем возможность говорить о человеке как о настоящей личности, которая соотносится с личностью Бога. А значит, возможно их общение, возможно наше приобщение и вступление в некую связь, в некоторое единение с другой личностью. Великие святители прославились своей святостью, глубоким знанием священного писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Все трое велики, и велики по-разному. Святой Василий Великий оставил множество богословских трудов, в числе которых беседы на шестоднев, на псалмы, на различные богословские темы, книги в защиту православного учения о Святой Троице, аскетические трактаты, правила монашеские, устав подвижнический, книги о крещении, о Святом Духе, проповеди и 366 писем разным лицам. За свои заслуги перед православной церковью святитель Василий назван великим и прославляется как слава и красота церкви, светило и око вселенной, учитель догматов и палата учености. Григорий Богослов – это созерцатель, молитвенник, взгляд которого обращен на небеса, автор богословских догматических сочинений, а также гимнов и проповедей. Как проповедник Григорий не столько увещевает и говорит, сколько поет. Именно поэтому его вещание церковь называет пасторской свирелью. Проповеди Григория Богослова стали на долгое время образцовым чтением в византийских риторских школах. Третьего великого святителя церковь называет Златоустом. В истории церкви не было, нет и, быть может, не будет проповедника и оратора, равного Иоанну Златоусту. Из имеющихся свидетельств известно о том, как в церкви раздавались аплодисменты, ибо темпераментные греки не выдерживали и аплодировали красоте и силе слова Иоанна. В Греции праздник трех святителей почитается как день образования и просвещения, праздник всех учащих и учащихся, особо отмечаемый в университетах. Три святителя – земная Троица, распространили по всей земле свет истинной веры вопреки опасностям и преследованиям и оставили нам, их потомкам, святое наследие. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему католики во время службы в храме сидят, а православные в храме обычно стоят? И когда можно во время службы сидеть? Есть такая традиция в православных храмах, на богослужениях, в общем-то, стоят. Но всегда по краям обычно есть скамеечки. Для чего они нужны? Они нужны, прежде всего, конечно, для людей стареньких, бабушек, которые, в общем, стоять не могут, и тем более подолгу. Да, они присаживаются. Есть некоторые заблуждения по этому поводу, что католики стоят, то есть католики сидят, а православные стоят. Есть, например, лично глазами видел греческие православные храмы, где скамеечки у них тоже есть. И, в общем-то, если не какие-то особенности архитектурные или, например, иконописи, то даже можно не понять, где ты находишься в католическом православном храме. Почему так получилось? Это получилось, в общем-то, традиционно, по традиции так сложилось, что в Русской Православной Церкви скамейки рядами так у нас не стоят. Но это, в общем-то, не суть важно. Опять-таки, вот пример, именно откуда мы взяли православную веру, из Византии, от греков. У них в греческом храме скамейки имеются. Те, кто могут все-таки, старенькие люди, присаживаются, но необходимо встать именно в какие моменты, когда поется символ веры, Отче наш, особенно когда у нас поется
евхаристический канон, то есть самая главная часть богослужения, литургии. Вот на эти моменты, и, конечно, чтение Священного Писания, апостола и Евангелия. На эти моменты службы желательно приставать. Опять-таки, если есть возможность, потому что некоторые встать вообще не могут, некоторые приезжают именно на инвалидных креслах, то, конечно же, их это не касается. И самое главное, в этом нет никакого греха, потому что некоторые люди звонили и спрашивали: вот я не могу стоять, поэтому я и к вам и не приеду. Да как я буду на службе стоять? Не надо бояться, тут ничего такого нету, все в силу своих возможностей. – 25 января в картинной галерее города Салават состоялось открытие выставки пленерных работ участников первого республиканского открытого пленера Салаватской епархии Башкортостанской митрополии под Покровом, который прошел прошлым летом на территории Покрово-Янатского мужского монастыря села Дедово Федоровского района. Архитектурный комплекс обители и прекрасные ландшафты вдохновили художников на создание картин. Сегодня посетили выставку ученики воскресных школ. Для них было рассказано о том, что такое пленэр, о том, как создаются картины. И я очень рада, что художники предоставили такую возможность всем увидеть данные работы, о том, что окунуться в эту атмосферу красоты и духовности. Картины очень интересные, сразу видно индивидуальность художника. Картины мне очень понравились. Вот очень красивые картины. Выставка очень понравилась. Она посвящена храмам и монастырям. Здесь очень здорово и живописно. Спасибо тем художникам, которые подарили это настроение. Мне часто приходится посещать монастыри по Башкирии. Вот. В частности, я бывал и в Дедово много раз, в монастыре Покрово-Янатском. Вот. Художникам на этой выставке удалось передать то настроение, которое присутствует в этом монастыре и в других, в частности. Очень красивая выставка. В 2020 году планируется сразу 2 пленера. Второй открытый республиканский пленер Салаватской епархии Башкортостанской митрополии и прием участников международного пленерно-выставочного проекта «Русская Атлантида». Для участников готовится насыщенная культурная программа. – 9 февраля – неделя о мытаре и фарисеи. Эта неделя посвящена церковью воспоминанию о назидательной притче. За несколько недель до начала Великого Поста православная церковь готовит верующих к достойному вступлению в этот особый период жизни каждого христианина. И за 3 недели предлагается особое воспоминание евангельских событий, которые повествуют о правильном настрое, который должен быть у христианина перед вот этим особым периодом. И первая неделя, то есть первый воскресный день подготовительного периода, вспоминается о событии, когда в храм приходят 2 человека для того, чтобы помолиться Богу. Один из них – мытарь, а другой – фарисей. И Священное Писание повествует о том, как эти 2 человека приходят в храм и о чем их молитва. Первый из них – это мытарь, который понимает всю глубину своей греховной жизни, своего недостоинства, обращается к Богу с молитвой: «Боже, буди мне грешному». При этом бьет себя в грудь. Мы помним, кто такие были мытари. Мытари – это сборщики податей. И как во все времена эти люди оказываются под большим соблазном, чтобы часть из собранного утаить, оставить себе.
что действительно и происходило и в то время, подобно тому, как это бывает и сегодня. Плюс ко всему, мытари собирали подать в пользу захватчиков. Они собирали деньги со своих единоплеменников, с каких-то близких людей, может быть, даже с родственников, в пользу тех, кто был сейчас у власти. Это Римская империя. То есть эти люди были в полном презрении. Они были и считались, и действительно были не только воришками, но еще и предателями. Поэтому все, кто видел мытаря, понимал, что этот человек большой грешник, и общаться с ним не хотелось никому. Так вот, этот человек, войдя в храм, осознает всю глубину своего недостоинства. И единственное, что вырывается из его уст, это вот эта краткая молитва. Другой же человек, фарисей, который приходит в храм, молится совершенно по-другому. Он благодарит Бога за то, что он исполняет заповеди, за то, что соблюдает посты, за то, что приносит в жертву Богу то, что положено по ветхозаветному Моисееву закону. И действительно он это исполнял. Он говорит: «Благодарю Тебя, Боже, что я не как прочие люди, и не как вот этот мытарь, который действительно грешен». Оканчивается это повествование тем, что Господь говорит: так вот, мытарь вышел более оправдан, чем этот фарисей. В чем же дело? Почему Господь так строго судит этого фарисея, который всей своей жизнью, по крайней мере внешне, невозможно было придраться или обвинить его в неисполнении закона? Почему же этот фарисей ушел менее оправдан? Святые отцы поясняют нам, говоря о том, что самое страшное, что может породиться в душе человека, это самость, это гордыня по-другому. Фарисей осознавал, что он достоин и спрашивать у Бога, что он заслужил, он заработал милость Божию, и поэтому Бог теперь обязан ему оказывать свои милости. Точно так же, как и в нашей жизни. Когда мы, например, готовимся к причастию и прочитываем все положенные каноны, когда мы вроде бы достойно и полностью соблюдаем пост перед причастием, может возникнуть мысль, что вот в этот раз я полностью достоин и имею право приступить к чаше с причастием. Как раз именно в этом случае мы и оказываемся наиболее недостойными и не готовыми приобщиться этой великой святыне. Поэтому память об этом событии, день о мытаре и фарисее, должен подготовить и помочь нам осознать, с каким сердцем мы подходим к Богу. Претендуем ли мы на что-то? Делаем ли мы Бога должником за наши труды? Или, осознавая всю свою немощь, всю свою греховность, надеемся лишь на Его милость? У святителя Феофана Затворника есть такая мысль, что цель человеческой жизни – достигнуть смирения. Именно в этом суть. Именно это тот путь, который и делает нас чадами Божиими. Фарисей же противопоставляет свою праведность не только человеку, но и Богу, говоря, что он выполнил все предписанное, а поэтому рассчитывает на Его милость. Эта подготовительная неделя призывает нас вновь задуматься о себе. Кто мы перед Богом, кто мы перед другими людьми, кто мы в конце концов сами перед собой, как мы живем и о чем думаем.